Уважаемые участники мероприятия, мне очень волнительно и приятно присутствовать на данном мероприятии в силу ряда причин или основ. Да? Первое, что я хотел бы сказать, что есть некоторые заблуждения, есть некоторое такое представление, что в 1922 году нам в республике на голубой каемочке подарили государственность, автономию. Но, друзья, это далеко не так. В те времена шла очень жесткая, кровавая борьба, война, гражданская война. И никак не могли успокоить российские власти территории Якутии. И было очень много разного рода мнений, в том числе, послать из центра, войска, чтобы истребить. Некоторые в этих открытках пишут, что надо все население уничтожить. Но были светлые головы, и в том числе лидером из них является Исидор Никифорович Барахов, которые предлагали другой путь. Другой путь примирения, другой путь обустройства Якутии и обустройства всей Российской Федерации. Ну и мы знаем, что первые они послали этого Каландрашвили, но вот с ним случилась трагедия, и вот спустя несколько месяцев после этого, через 2-3 месяца случился то, что подвиг совершил Исидор Барахов, потом не далее, чем через полгода была предоставлена автономия. Если вот следить по этим датам, действительно была очень жесткая борьба, и то, что на наше счастье, появились такие молодые люди, и были воспитаны такие молодые люди, как Максим Амосов, как Исидор Барахов, Платон Аюнский, которые предложили реальный, будем говорить, нормальный, цивилизованный путь развития и нашей Якутии, и Российской Федерации. Но мы должны помнить, что это была жесткая борьба, и нам надо было бы по-честному героев и с той стороны, то, что говорят белые, да, и с этой стороны, то, что говорят красные, всех надо было бы возродить, потому что у каждого из них была справедливость, вернее, правда своя. Белые, так называемые белые, у них была одна правда, вот так называемые красные была другая правда, а то, что нашли путь примирения, это было торжество справедливости. Торжество справедливости, я бы осмелился сказать, именно под руководством Исидора Барахова. Ну и несколько слов о человеческом факторе этого нашего сегодняшнего события, когда мы с вами торжественно отмечаем 125-летие со дня рождения Исидора Барахова, выдающегося сына и народа Саха, и всей Российской Федерации. И, конечно, выражаем слова благодарности Алексею Амбросию за столь титанический труд. Я просто знаю, потому что он очень часто мне звонил и рассказывал, как идет работа над этой книгой. Очень титанический, серьезный труд. И то, что он получился нечитабельным, очень таким хорошим и содержательным, это за это огромное спасибо Алексею Алексеевичу. Ну, хочу напомнить, что мы в 1998 году отмечали столетие Исидора Барахова, и тогда был поставлен памятник в селе Хардбалах. Потом там на этой территории появился музей, благодаря решениям руководства республики. И в те времена, в ходе подготовки празднования столетия был такой эпизод, когда я встретился с доктором исторических наук Егором Егоровичем Алексеевым и попросил его заняться исследованием наследия Исидора Никифоровича Барахова. И он был несколько раз командирован в город Москву. Он очень долго, года полтора рылся в архивах, в документах, и собрал очень солидный материал. Я думаю, что для Алексея Амбросия это было тоже огромное подспорье. Я думаю, что этот материал еще ждет своего исследователя, особенно в части экономических воззрений Исидора Барахова, особенно, поскольку я эти работы смотрел, у меня было желание, и просьба от Алексея
написать какую-то статью, но как бы пока ну, не дорос я. Вот я думаю, что когда-нибудь дорасту и напишу хорошую, значит, статью об экономических воззрениях, взглядах Исидора Барахова. Меня просто могу сказать, что вот то, что написано им, оно меня просто восхищает и удивляет. Вот самое главное. Теперь, ну и чтобы долго-долго не говорить, значит, да, вот история народа – это история его героев. И мы должны помнить этих героев, чтить и стремиться стать такими же героями, как он. Значит, как наши герои. Вот один из самых выдающихся героев нашего народа – это, конечно, Исидор Барахов. Ну вот когда я третий раз избрался в Государственную Думу, у меня сестра шутя, конечно, да, она спросила: так ты догнал Исидора Барахова или нет, своего родственника? Но я засмеялся, мне еще далеко, и вряд ли его можно достигнуть, и то, чего он сделал, той звезды, которой он достиг, это невозможно достичь. Но тем не менее подражать ему, стремиться ему подражать, это должен любой добросовестный, я думаю, якутянин. В этой связи я хочу вот нашему посредству подарить ну, книги. Вот я издал значит, так называемую серию Академии депутата. Вот 5 томов, буквально несколько дней назад, это, можно сказать, экземпляр номер 1, 1, 2, 3, 4, 5 том, где вот моя работа как депутата Государственной Думы. И у меня еще нет, да? Хотя я там тоже 3 раза избирался. Вот хочу подарить это посредству в знак благодарности, что они проводят вот такую системную работу по изучению наследия наших героев, наших руководителей, истории республики. Я смотрю, там лежит тоже книга, которая посвящена истории посредства. Это очень важное дело. Поэтому, как свой маленький скромный вклад, вот хочу подарить посредству. Ну и в заключение, вот сейчас было награждение, я очень рад присоединиться ко всем награжденным, это очень приятно и это очень заслуженно. И тем не менее, есть люди, которые всегда остаются в тени. Вот то, что касается, вот, например, моей супруги Зои Груны, да, вот она, когда ей исполнилось 50 лет, она приходит ко мне на случай, говорит: я вот встречался с подругами, с которыми вместе учился, там и так далее. Все они там заслуженные, отличники культуры. У меня, говорит, ничего нет. Я вот все время за тобой, и я как бы ни с чем остался. Ну, мне пришлось придумать единственный в мире орден, значит, да, ну, естественно, там хорошим бриллиантом и золото и так далее, да, как орден Победы, наверное, и назвал ее орден заслуженной звезды, я ее и вручил, вот 50 лет, когда ей исполнилось, да. И так же, как вот мы благодарим Алексея, его награждаем, это абсолютно правильно и справедливо, но мы все знаем, что без Надежды Дмитриевны вряд ли получилось бы то, что реализовать тот творческий потенциал, ту творческую энергию, которая есть у Алексея, и работать над этой книгой и над другими трудами, значит, вряд ли это так успешно получилось бы. Поэтому я хочу вручить Надежде Дмитриевне, вот у меня есть медаль, которая называется «Благодарность депутата Государственной Думы». Позолочено. Спасибо, Надежда Дмитриевна, за то, что вы есть, за то, что вы видите нашего Алексея и помогаете ему реализовать тот творческий потенциал, который у него есть. Спасибо.